Средняя школа-гимназия имени Каныша Имантаевича Сатпаева, учитель русского языка Кинжигалиева Назым Канатовна. Я вам представляю урок. В первом классе предмет русский язык, тема урока части тела. Здравствуйте, ребята! Начинаем наш урок русского языка. Я хочу вас поприветствовать. Мишка в гости к нам пришел, вытер лапки и зашел. Громко «Здравствуйте» сказал, всем здоровья пожелал. Вот так вот, ребята, Мишка всем вам желает здоровья. Итак, ребята, чему мы сегодня научимся на уроке? Мы научимся понимать слова по теме, называть части тела, описывать свои действия, отвечать на вопросы и подбирать соответствующую иллюстрацию. Ребята, для начала урока послушайте стишок и догадайтесь, какая будет сегодня тема нашего урока. Обратите внимание на картинку. Внимательно слушаем. Точка, точка, запятая, вышла рожица кривая, ручки, ножки, огуречек, получился человечек. Верно, ребята, тема нашего урока – части тела. Значит, сегодня на уроке мы с вами узнаем, какие части тела есть у человека и для чего они нужны. Итак, слушаем внимательно. Обратите внимание на эту картинку. У человека есть следующие основные части. Итак, внимательно слушаем и повторяем за мной. Голова, глаза, уши, нос, рот, ноги, руки. Молодцы, ребята! А теперь давайте еще раз повторим, но вы в этот раз покажете части тела у себя. Итак, голова. Покажите. Глаза. Где ваши глазки? Молодцы. Уши. Хорошо. Нос. Рот. Руки. Помашите ручками. Молодцы, ребята. Ноги. Потопайте ножками. Прекрасно. Молодцы. А теперь, ребята, давайте послушаем, как будут звучать названия частей тела на 3 языках. На русском, на казахском и на английском. Вам же интересно? Итак, слушаем и повторяем. Голова. Бас. Head. Глаза. Göz. Eyes. Нос. Морон. Nose. Уши. Kulak. S. Рот. Ağız. Mouth. Рука. Қол. М. Нога. Аяқ. Leg. Молодцы, ребята. Отлично. А теперь, ребята, давайте подумаем, зачем нужна каждая часть тела? Зачем нужны человеку глаза? Правильно, глаза нужны, чтобы смотреть. Смотреть. Көру.
Нос нужен человеку, ребята, чтобы дышать. Дышать. Дем алу. Ухо нужно человеку, чтобы слышать. Слышать. Есть ту. Рот необходим для того, чтобы говорить. Говорить. Айту. Зачем нужна человеку голова? Конечно, голова нужна, чтобы думать. Думать. Ойлау. Руки. Руки нам нужны, чтобы делать что-то или хватать. Делать. Жасау. Хватать. Устап алу. Ноги. Ноги нужны человеку, чтобы ходить, бегать, прыгать. Ходить. Жиру. Бегать. Жигру. Прыгать. Секру. Молодцы, ребята. Вот мы с вами узнали, зачем нужны человеку глаза, нос, ухо, рот, голова, руки и ноги. А теперь, ребята, давайте закрепим наши знания и выполним задание. Задание называется «Найди ошибку». Посмотрите на картинку и слова, которые перед вами. Ваша задача – найти ошибку. Итак, внимательно слушаем. Руки пишут, смотрят, рисуют. Что могут делать руки? Подумайте, где тут ошибка? Вы догадались, ребята? Молодцы! Конечно же, руки не могут смотреть. Смотреть могут только глаза. Отлично. Ноги. Ноги бегают, слушают, ходят. Подумайте. Правильно, ребята. Ноги не могут слушать. Слушать могут уши. Молодцы. Найдите следующую ошибку. Уши дышат, слушают, думают. Как вы думаете, где ошибка? Правильно, ребята, уши не могут думать. Думать может только голова. Вы догадались, ребята? Тут есть еще одна ошибка. Ну-ка подумайте. Молодцы! Это слово «дышат». Уши не могут дышать. Может дышать только нос. Рот. Рот ест, улыбается, говорит. Есть ли тут ошибка, ребята, а? Молодцы, ребята. Здесь нет ошибок. Рот может и есть, и говорить, и улыбаться. Молодцы, ребята. Вы прекрасно справились с этой работой. Спасибо вам за прекрасную выполненную работу. А сейчас, ребята, посмотрите на эту картинку и скажите, что делают дети? Какие части тела у них при этом работают? Ну-ка, внимательней посмотрите. Правильно, ребята, дети танцуют, и у них работают все части тела, и ноги, и руки, и рот, и голова.
Так давайте же мы с вами тоже потанцуем, как эти дети. Повторяйте движения за героями мультфильма, которую вы сейчас посмотрите. Итак, смотрите внимательно. Мы танцуем и поем, и поем. Мы танцуем и поем, и поем. В этой песне части тела назовем. И станцуем, и споем, и споем. Ушки, глазки, нос и рот, нос и рот. Ушки, глазки, нос и рот, нос и рот. Ножки, ручки, спинка и живот. Ушки, глазки, нос и рот, нос и рот. А теперь давайте споем немного быстрее. Ушки, глазки, нос и рот, нос и рот. Ушки, глазки, нос и рот, нос и рот. Ножки, ручки, спинка и живот. Ушки, глазки, нос и рот, нос и рот. Отлично! А давайте споем еще быстрее. Ушки, глазки, нос и рот, нос и рот. Ушки, глазки, нос и рот, нос и рот. Ножки, ручки, спинка и живот. Ушки, глазки, нос и рот, нос и рот. Как хорошо у нас получается! Давайте споем еще быстрее. Ушки, глазки, нос и рот, нос и рот. Ушки, глазки, нос и рот, нос и рот. Ножки, ручки, спинка и живот. Ушки, глазки, нос и рот, нос и рот. А теперь я спою. Лапки, хвостик, голова и живот. Лапки, хвостик, голова и живот. Спинка, гребни, когти, зубы, рот. Лапки, хвостик, голова и живот. Еще раз все вместе. Ушки, глазки, нос и рот, нос и рот. Ушки, глазки, нос и рот, нос и рот. Ножки, ручки, спинка и живот. Ушки, глазки, нос и рот, нос и рот. Молодцы, ребята! Вы хорошо потанцевали. А теперь, ребята, давайте с вами подведем итоги нашего урока. Итак, чему мы научились на уроке? Я знаю. Что вы знаете? Как называются части тела человека? Я умею. Что вы умеете? Я умею называть части тела. Я умею показывать части тела на картинке. Так, ребята, спасибо вам за работу. Урок окончен. До свидания.